нежнами живет, безумным надею и радость дает, покорно сходит за нас на алтарь, как стать нам поживой, дает себе дар. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Pan z nami. I z ducha Твоим. Святейший, молюся за померлых Константин, Виктор, Вячеслав, который Назарет Иван, пробачил им провины и принял субботность усих святых. Дорогие братья и сестры, покорно просим Пана Бога нашего, как освятил в эту воду, якою мы будем окроплены на вспомин нашего Христу. Нехай Он допоможе нам заставаться верными Духу Святому, якого мы приняли в сакраменте Христу. Усемогутний вічний Божа, Ти пожадав, как праз воду, яка з'являється крилицей життя і служить для очищення, бо є очищена, так само наші душі отримали дар життя вічного. Просим Тебе, освяти эту воду, якою ми хочемо бути умацовані у Твой день, Пане, обновил нас животворчую крылицу Твоей ласки и оборони нас от всякого зла, якое благо рожали души и телу, как мы могли с чистым сердцем наблизиться до Тебе и отримать Твое избавление. Раз Христа, Пан нашего. Аминь. Нехай всемогутний Бог очистить нас от грехов и прозвать евхаристичную отвягу, учинить нас годными брать удел Его небесной гостине, благодарь своего Праз Христа нашего. Хвала вышинях Богу. А на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, Владару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який дареш на собі грехи світу, змилуйся над нами, який дареш на собі грехи світу, прийми моління наше, який святиш праворужа Отца, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищейший, Єсу Христе, з Духом Святим, у хвалі Бога Отця. Молимся. Боже, Ты все наказы старого закона заставал на любовь до Тебе и ближних. Дай нам силы за все виконувати Твою волю, как мы могли досягнуть життя вечного, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе и владавит в едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Аминь. Читание книги пророка Амоса. Послухайте гэта вы, што выціскаеце убогага і даводзіце да гарячай веды. Вы, якія кажаце, калі ж мяне час маладзіка, каб мы маглі прадаваць хлеб і шабат, каб маглі адчыніць засекі, паменшыць меру,
повеличить саму себе и ошибать неправильными ногами, как куплять бедных за сребро и убогих за пару обутку, и продавать высокие збожжя. Пан поклявся волером Якуба, що ніколи не забуде ніводного з їхніх учинків. Це слово Боже. Дякуємо Пану Богу. Хвалите Пана, які узносить у Бога. Хваліться Пана, який узносить у Бога. Хвалите Пана, які узносить у Бога. Хваліться Пана, який узносить у Бога. Хвалите слуги Пана, хвалите ім'я Пана, нехай буде ім'я Пана благословлено, теперь и навеки. Хваліться Пана, який узносить у Бога. Узвышаны Пан над усіми народами, а над небесами слава Ягоная. Хто подобний до Пана, Бога нашого, який живе на вишинях, який схиляється, как поглядеть на небо и землю. Хваліться Пана, який узносить у Бога. Який поднимає бедного з пилу і со смерти узносить у Бога, как посадить его возле вельможами, с князями ягоного народа. Хваліться Пана, який узносить у Бога. Читання першого послання святого апостола Павла до Тимофея. Умилованы, перш за все я закликаю к прошении, молитвы и просьбы об заступництве и подяке узносились за всех людей, за королев и за всех, кто має уладу, как мы могли вести спокойное и тихое життя во всей побожности и годности. Гэта добро и приємно уважать палці нашего Бога, який хоче, каб усі люди были збавлені и дошли до познания правды. Бо один Бог и один посредник поміж Богом и людьми – человек Єсус Христос, який отдав себе самого на подкуп за усіх, як свідчення, обещанное в отповедную пору, для чего я призначений проповедником и апостолом, кажу правду и не хлушу, наставником для язычников у веры и правде. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Христос, хоть был богатый, стал бедным для вас, как вы взбогатились ягоным убожеством. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами І з Духом Твоїм. читання Святого Євангелія Павла Луки. Слава Тобі. У той час казав Єсус своїм учням, один багатий чоловік мав економа, на якого донесли йому, що розтрачує моє мастерство. І, покликавши його, сказав йому, що це я чую про тебе? Заробіть справоздачу з керування свого, бо вже не можеш бути економом. Тоді економ сказав сам собі, що мені робити, бо господар мой відбирає у мене керування дома.
Капаць не маю сілаў, жабраваць саромлюся, ведаю, што зрабіць, каб людзі прынялі мяне ў дамы свае, калі адхілены буду ад кіраўніцтва домам. І, паклікаўшы кожнага па асобку даўжнікоў свайго гаспадара, сказаў першаму: «Колькі ты павінен гаспадару маю?» Той сказаў: 100 кадзяў алею. І сказаў ім: «Возьми, сваю распіску сядай хутчэй і напішы 50. Потым другому сказаў: «А ты колькі павінен?» Той сказаў: 100 коп пшаніцы. 100 кор пшаніцы. І сказаў яму: «Возьми сваю распіску і напішы 80. І пахваліў гаспадар несправядлівага эканома, што ён разумна ўчыніў, бо сыны гэтага веку мудрэйшыя за сыноў святла в адносінах да свайго пакалення. І я кажу вам, здабывайце сабе сяброў нікчэмнай мамонай, каб калі яна правіня прынесла вас у вечныя шатры. Верны у малых і ў вялікіх верах, а несправядлівы у малых і несправядлівы у вялікіх. Таму, калі вы у нікчэмнай мамоне не былі верныя, хто даручыць вам сапраўднае? Калі у чужым не былі верныя, хто дасць вам вашае? Ніякі слуга не можа служыць двом гаспадарам, бо ці аднаго будзе ненавідзець, а другога любіць, ці аднаго будзе моцна трымацца, а другім пагражаць. Не можете служыць Богу і Богу. Гэта слово Пана. Хвала Табе, Христе. В дзяцінстве, ходзячы ў касцёл, слухаючы гэту Евангелію, падумаў, чаго яна сёння навучае. Тады, думаю, сам Ісус Христос расказвае і гаворыць, што можна падманваць, абкрадаць, быць несправядлівым, а і так твоя знагарода Божа пахваленая. Бо так мы сёння чуем, быў адзін багаты чалавек, меў эканома, гэты эканом абкрадаў яго. Даняслі гэта гаспадару. Гаспадар пазваў эканома, гаворыць: «Ну што, давай справаздачу пішы, я тебе звальняю». Падумаў эканом сабе: «Замалое ўкраў, пазову яшчэ даўжнікоў, няхай яны будуць». Ну так это выходзіць. І што напісана? «І пахваліў пан гэтага эканома». Пахваліў, што да гэтага эканома. Да што, красці і касцёл дазваляе, Христос сказаў, чытаючы, гледзячы на гэты ўрывак? Не, не ў такой перспектыве, бо тут напісана «сыны гэтага святла». Звяртае пан Jesús увагу, каб мы былі таксама такімі хитрымі, як у справах сучаснага свету. Хочам нажыцца як найбольш мець, каб мы былі таксама у справах Пана Бога такімі ўжывымі. Вось, прыклад вельмі моцны, сапраўдны. Каб мы падумалі, чи сапраўды я так шукаю подход до Пана Бога, чи я так лёгка себе оправдываю з розных сваіх правінаў, з розных сваіх выступкаў, адступкаў ад права, так что нам лёгка даецца. Каб з грошаў мы себе оправдали, не, тяжело это было. Альбо з якоїсь маёмасці, о, не як себе оправдаць. Каб меня хтосьці падмануў, гэта не тое, гэта не тое. Джон Пембертон, калі быў у 19 стагоддзі, пад канец 19 стагоддзя на вайне в Амерыке, быў моцна ранены. Пасколькі быў моцна ранены, каб пражыць гэтую рану, якая яму балела вельмі моцна, прынимаў шмат марфіны. Марфіна — гэта абезбаливающий кіслород. Так, што аж узалежніўся ад яго, не мог з'ехаць, тотальна не мог жыць. Калі закончылася вайна, ён вярнуўся да сваіх абавязкаў, а працаваў у аптэкі. Пастанавіў, што будзе шукаць леку, які не будзе узалежніць чалавека. Шмат часу патраціў, дашоў наконец, зрабіў такі чорны плын, чорны сродак, прымяшаў віно краснае з якімісьці сродкамі, трохі вады, якісь там інгрэдыенты, так што сапраўды яно знімала боль і не узалежніла чалавека, не быў зависимым. Але прыйшоў сухі закон у Амерыке і сказалі, все з алкоголем убраць, все, што з алкоголем звязано, убраць.
Ну і брав. Але Пембертон не поддався. Далей шукав środок, який би мог бути допомогою. І знайшов. Рабін його тільки продукував 6 шклянок кожен день. Більше не було максимум. Не було часу на це. 6 шклянок кожен день. Гэты środок, ён вельмі добрый, сёння знаны, сёння кожны з нас его часто спажывае. Вось ён тут стаіць у мяне, калі ласка, браты і сёстры. У годзе 1886 ён придумае, а в 1887 надае яму назву і называе яго Coca-Cola Syrup and Extract, які памагае чалавеку у розных цяжкасцях. Для чего я это говорю? Сегодняшний Евангелие так само. Как быть таким рупливым оборотом, как ничто меня не задерживало. Не с одной стороны, а с другой. Не строите. Так, с четвертой. У сегодняшнем первом читании мы докладно прочитали пророка Амоса. Что нам может перешкодить? Послухайте это вы, что утискаете убогого и доводите до галечы бедного. Вы, якія кажете, коли ж мине час молодика, как мы могли продавать хлеб, и шаббат, как могли отшинить засеки, помешать меру, поменьшить меру, повеличивать цену. Про что это говорит пророк? Про то, что еще лишь денежный час не потребно. Ничего не изменилось. Несколько тысяч годов тому назад писал, по сегодняшний день триває. И к вас кто-нибудь подманивает, кто-нибудь вас одурвает, и не думайте, что это только теперь рассматривалось у 19 году назад, что это было 3000 годов назад. Уже пророк на это звертает увагу. Что так? Что утискаете убогого, кто найбеднейший, оголяет бедного, так само чекает столько, как луна прошла, я даже забраться, чем больше человек працювати, тем больше зробить, неважно. Не шанует шаббат, как написано, а относно шаббата, это можно сказать, что сегодня недели, человек не шанует неделю, как не лучше працювати. Не шанует этот отпочинок, який пан Бог дал, ему человек отпочинок набрал силу, меру, отвагу, больше разумно працював. Видите, коли только працювали працівники, які откладали клинкером этот дом, они працювали 8 годин кожен день и 5 дней на тиждень. 5 дней на тиждень. Коли все запитали, а чего вы больше працюєте? Все, коли мы будем робить 9 годин, або 10 годин, наша праца уже не будет якостная. Не будет якостная. И она будет зроблена, але стратить свою якость. Мы потом придем на наступный день и поглядим, ага, як это выкроить? Вот тут шоу неровный, заместо сантиметра, а только 1,5. И что же это разробить? Так, были мне такие, что там робили простройку. Да я отъехал на полгодины, вертаю себе. Сошли аж на целый кирпич, на 3 метрах стенки. Но это нереально. Я их разламывал, потому что любили. Потому что там понимаю всегда. А я сделал их. Добре. Але это другая мера, тут правда, тут человек что-то другое. Про что пророк говорит далее? Помешают меру, как подмануть, повеличивают цену, ошукивают неправильными вагами, важить за весь килограмм, важить полкилограмма, либо в обратную сторону, как им говорили. Как куплять бедных за сребро ходить, убогих за пару обутков, продавать выселки с Божьим. И что апошли сказ, а вельми важно. И вельми собрал в этом читании. Пан поклялся гонором Якуба, что николи не забуду негодного зихуча. Для нас радость, но когда нас обманули, тайны такие больше будут. Не нам теперь, мы это прожуем, их выдержим, завяжем, может, пояс сильнее и потерпим. А ли ты, кто нас обманул? И написано, пан поклялся гонором Якуба, что не забудьте их. Не забудьте. То, что не требуйте себя, свое узнагародное мы отримаем. И, наверное, это костюм на костюм, это звертая увагу неоднократно. Николас Хайкет был назначен у Швейцарии, как расформовал 2 фирмы, которые продуковали загадки. И он, когда пришел до директора фирмы, менеджеров, позвал их к себе и говорит, видите,
Нам треба об'єднати вашу фірму загарки. Зробіть одну. Будемо продавати загарки, а не другі. Які другі? Ну, з пластмаса, з пластика. Так? Коли довідалися останні, вельми моцно здарувалися, бо Швейцарія славила світлі загарки, з доброго матеріалу, золотого, серебряного, не знаю чого. Шкло так само було брилянтове, камні ще так само були ніби які. Загарок був вельми дорогі. Сам по собі з металу, не тільки з якості. 3 роки змагався. І вдалося відкрити цю фірму нову. І після 3 років эта фирма одна, такая случилась, продавала больше 2 миллионов можно загарков. Чему их купляли? Были дешевые и были якостные. Это загарки сводши, так званые, такие мы так само можем почуть. И есть по сегодняшний день и снеют. И снеют. Но это упартость человека. Как так само была наша такая упартость и упливость, как когось притянуть до Пана Бога. Сегодняшний бискуп диецезии у Польши Тарновской, когда был пробовщиком, правда, гораздо его пришел молодой человек, не знаю, 16, 17, 20 годов, примерно ему было, сколько там никто не ведает. А и пришел к обзравить апостазию, что такое апостазия выписаться с костела, легально выписаться. Я сам выписываю еще с костела, там, где рост, там бумажку приклеивают, по колену помёртые уже нельзя ховать, по костельному, даже батьки пришли, только помёртые, часто такие трагедии случаются, вот, если выписываешь с костела, а родная находится в его костеле, хватит, показывает письмо Осью. И чарте роспись вашего сына, alebo вашей дочери, alebo вашего знакомого, или николи не хотели быть в костеле. Выписываться не хотели быть. И он одразу не выписывал. Начал с ним разговор. А вот запитал, чем он занимается, какие турботы мои, и с слов за разговор вышло, что у этого хлопчика вельми моцно хворее мама. Как я доведался, ты пробуешь, а вот давай пошли-ка помолимся за это, нет, только недалеко, 20 метров далее, в соседнем покое есть каплица. Вот я не подумаешь, не верю, что человек, я атеист, я не знаю Пана Бога, я не верю в костюм, ну что ничего. Ну добро, ты хоть посидишь, я помолюсь. Ну добро, сходимся. Сел в этих хлопчик спереди, бискуп сзади, бискуп дальше пробовать, начал молиться за маму на слух. Что это, хлопчик, что здесь меняется? Иначе помог, ты жена себе помог. Я дома уселся, пришел, взял в руки, это что? А теперь я помолюсь над тобой еще. Ну, ты, мама, это одно, ты выводишь из мамы. Начал молиться за этим хлопчиком так, что он воспитался, и принял коммунию, и выписал из костела. Ну, такой способ. Ухитрый способ. Да и какой ухитрый способ здобывается самому сучасного света? Иисус Христос тому подает такие приклад, ведь не другому. Ведь не тяжко не учить и не хвалить за это, что он древно поступил. Ну, нельзя оправдать из одного. А его вот, как мы приносим такие способы, были упрямые про Пана Бога. Народные способы пробуют. Народные способы пробуют. И Павел нас закликает в послании Тимофея. Первое за все. Я закликаю, как прошение, молитвы, просьбы об заступнице и подяки узносить за усих людей. Не только за тех, которых я кахаю, не только за тех, которые мне добро жадають, не только за тех, з яких я маю вигоду, не только за своих родных, а и за усіх. За королев, за усіх, хто має владу, как могли вести спокойное и тихое життя во всей побожности и гордости. И чем это усосотняя, что является причиной тому, что Иисус Христос помиловал за каждого человека, не только за доброго, даже доброго, и направление меня только Петра Павлова, был в детстве так само великие грехи в молодости. И направлено вас так само. Тому, что кто-то за меня молился, я все делаю, все здоровы. И так само мы, как мы молились один за одного. Неважно, на что человек показывает, что надо жить, что доброе, мы и так маем просить Пана Бога, как он изменил свой погляд на житё. А он веровать на Бога, Слава тебе, небо и земли, всего вашего и неважного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего единородного, за Отца нарожденного, перед всеми веками, Бога от Бога, святого от святла,
Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збавлення, зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святого, з Девы Марыі, і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас, пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень воскрес, паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвалі, судзіць жывых і памерлых, і яго ўладаць будзе будзе канца. Веру ў Духа Святого, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз пророкаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі апостольскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю воскрешення памерлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Нашего небесного Отца, по посредничеству Его милованного Сына, вознесем супольные молитвы и просьбы. Молимся Святого Отца, Его авторитету, мощной подтримкой людей, которые шукают правды, Тебя просим. Выслухай нас, Пане. За кірівників нашої країни, які керувалися принципом справедливості і добра, Тебе просим. Выслухай нас, За Пане. людей, які шукають правду, які знайшли її у Єсусі Христі, Тебе просим. Выслухай нас, Пане. За християнські сім'ї, яким погрожає розвод, так вони знайшли допомогу у Христі, який благословив їх. Судовство Тебе просим. Выслухай нас, За Пане. нас собранных в имя Пана, как наша вера все больше мацовывалась и приносила тревогу и пригожий плен, Тебе просим. Выслухай нас, Пане. За наших близких померлых, особливо Константин, Виктор, Вячеслав, как добрый милосердный Бог, одарил их радостью життя вечного в благодарстве небесным, Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Отвечай нашей молитвы и допоможи нам укладывать свою волю, что в нем житии. Раз Христа, Пана нашего. Аминь. Все мое життя, і тепер я твой, назавсюди, это мое серце пам'яті, ти любов моя, одинная. Я верую, Пане мой, все мое життя, і тепер я твой, назавсюди. Это мое серце пам'яті, ти любов моя, одинная. Молитесь, как мою и вашу, я прямо принял Бога и Отец все молитвы. Нехай Пан Бог прийме веру слуг Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на радость нам и всему Костелу Святому. Милосердный Боже, ласкаво прими дары своего люда, и учеников Наисвятейшим сакрамент Моей ласки, які всиновним довером храним нас Христа Пана нашего. Аминь. И с Духом Твоим Богу сердце, узносим Пана. подякуем Пану Богу нашему. Годно это исправлено. Ставка Бога и справедливо скучно и избавлена, как мы за все и всюду Тебе, Господа, не подяку.
Panie święty Ojcze, Всемогутny wieczny i Boża, raz Chrysta, Pana naszego, bo już litości grzesznego człowieczeństwa narodził się z Panny Maryi. Wraz swoją Bogу na krzyży wyzwolił nas od wiecznej śmierci, a wraz swoją z mертwych powstanie dał nam wieczne życie. Тому званiola wielkaniola Jezusi świętymi, my obwieszczajem Twoją chwałу, razem z nimi usklikający. Święty, 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 Pan Bóg Всемогутny, nieba i земля, полные хвалы Твоей, Хосанна на вершинах, благословенный Той, кто приходит в имя Пана. Хосанна на вершинах. Справді, Боже, Ти святий, криниця усялякої святості та єдності з усім Костьолом у перший день тижня, коли Ісус Христос у воскрес и спаслал на апостола Духа Святого, праз Христа, просим Тебе, Всемогутний Боже, освети Израиля свою Духа Твоего, как они стали для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. Йом, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб, и подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Ярите, и ешьте с этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Podobnym czynem po wieczerzy wziął kielich, znów Tobie podjaku składający, podał swoim uczniom, кажучи: «Ярите и пейте з его все, бо это есть кielich крови моей нового и вечного заповету, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таемница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего Христом хвалить. Вспоминаются смерть и мертвых восстания Твоего Сына, храним побывание, хлеб життя и келих исполнения, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобой и служить Тебе. Покорно молим Тебя, как учит нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный в общем свете, удосконаля в любови разом славу нашим любом бискупам нашим Юзефом и усим поведенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які опоснули надею на воскрешение. И про всех, кто власти Твоей дошел к этому свету, и дозволь им убачить святого обличия Твоего. Просим Тебя, измилуйся над усими нами, как мы заслужили удел в житии вечном, у едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и Евранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Яном Павлом, святой сестрой Фаустиной и всеми святыми, які справедливо подавались Тебе. Обзили мы хвалили и прославляли Тебе, раз Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ojcze Всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, раз усе веки вечные. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос, Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, а избавь нас от зла. Просим Тебя,
Panie, zbaw nas od wszego zła. Daj łaskawa spokoju dni naszych, darowasz nam miłosierdzie Twojego i aby my byli zawsze wolni od grachu i zachowani do świata niespokoju, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjście Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Twojego błogosławieństwa i mocy chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolom Twoim, supokój покидаю вам, supokój mój daję wam. Prosi, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wierę Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodnie z Twoją wolą, a darujcie go spokojem i jednością. I Ty żyjesz i władajesz na wieki wieczne. Amen. Supokój Pana, niechaj zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. I rachajcie bliźniemu z nami. Supokój. Jaki wierzysz na sobie, kraki światu, zmiłuj się nad nami, Panu Boży. Jaki wierzysz na sobie, kraki światu, zmiłuj się nad nami, Panu Boży. Jaki wierzysz na sobie, kraki światu, a dary nam spokoje. Boś baranek Boży, boś той, хто бере на себе грехи światu, благословленный и покликанный на вечеру я умру. Аминь, я не ладно, как ты вошел на меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Номер 254. Верхайте шедши, огни своим молчанием, скриняне белой косы, завяры мою телу. Верхайте шедши, огни своим молчанием, скриняне белой косы, завяры мою телу. Огни меня, как я ты остался хлебом. Огни меня, как я ты остался хлебом. Благослови я хлеб подземи, помнишь ты никто правде. Благослови я хлеб подземи, помнишь ты никто правде. Хлеб наитишейший, огни своим молчанием,
мою тему. Хлеб найтяжейший, огорни своим молчанием, скрыня не белой Господи, забери мою силу. Молимся. Боже наш Ojcze, zawsody podwyżywaj Twoją napałowaj tych, kogo wzmocnił swoim sakramentami. Как мы дякуючи таємницю, яких удзельничаем, з познанням в нашем житті кльона духовлення, праз Христа Пана нашого. Объявление 27-23 вересня во вторник успомнить святого Айца Пио, пресвитера. 26-го в пятницу успомнить Космоидаряна, мученика, и в субботу успомнить святого Винцента де Поля, святора. Захвочуем записывать детей на катехезу. Триває новенна до святого Архангела Михайла, головного опікуна Мінсько-Могилівської архідієцезії, а так само конгрегації святого Архангела Михайла, до якої я приналежу, у звичайні дні після святих імшів 19, у суботу перед імшою 19, а у неділю після святої імші у 10:30. У наступну неділю, 27 вересня, ksiądz proboszcz parafii świętego Archangela Michała Łukawa, ksiądz Aleksander zapraszає на 15 годину на отпустить и узначалить biskup Aleksander Яшевский. 7 кастрычника, во вторак, это урочистость Матери Божией Ружанцовой. У нас это головное свято парафиальное. Святая Мша пустовая отбудется у вечера у 19:00, якую узначалить ksiądz Геннадий Кухаревич, ЦСМА, попередній пробожок этой парафії, а теперь працює у парафії Подорожській Ізабелі, який так само у этом годі переживає свой сребрений юбилей святарства и золотый юбилей життя. Будем так само за его молиться в этот день. Сегодняшняя неделя, 21 вересня, инвестиционная, предназначенная на будову, щиро дякую за вашу активність. 23 вересня, у вівторок розпочинаємо тягдалейший у парафії зустріч біблійних, хто жадає, запрошаємо всіх, коли години 19:50, після святої мши, яка тут відбувається, у дом катехетичний, у залі катехетичної відбувається зустріча. 24 вересня у середу у 19:50 и у кожную середу запрошаем молодь, яка ожидает приступить до сакраменту конфирмации, наче вежбования. Так само зустрічі відбуваються у домі катехетичному, у залі катехетичної. Коли ласка молодь подумала, коли приходила, коли это не пасує, коли некоторые сконтактовались со мной, что им не пасує, я готовы что-нибудь еще зробити. Подумать, в який способ благовестия пройдя за 5 дней до конфирмации, ну, это я не понимаю просто. Мне, как пробовал, не належит было право каноничного договора, что человек повинен быть приготован и за это отказывает, что спробуешь. Захвочую так само набывать часописи, які я завтра привожу з поштами, не сталися. Так само дякую всім тим, хто після себе, виходячи з каплиці, оставляє парадок, забирая и подклеечники, які ми кидаємо под колени, так само на место укладывая спевники, захвочую как-то чинить, как тут такая была прихожая, когда кто-нибудь другие водил. Спевники на свое место, не раскрытые, не вверх оставались. Подколенники так само, как я потом, а когда я приеду, я вас убирать, ну, видите, вы сами уже так что думаете, что читать платье так само бывает, что вы с ключом убираете. А мы тут так заявляемся в доме наша парафия, наш костел. Не мой это. Я сегодня тут, мне завтра заберут, а вы тут останетесь. И это будет. Тому дякую так само тим всім, хто приглядає за співниками, так само хто обклеює так само, і не тільки співники, так само молитовники. У нас з'явилося рік тому назад 10 нових молитовників, Отче наш, як осталося тільки 3, заробили ноги, кудись пошли. Коли не могут, передайте этим спевникам, молитовникам, вернуться у нас в каплице. Но там подписано, что парафия на Божий жертв. Так что, коли кто где-то где не находится, подскажите им дорогу, что, конечно, ура.
Розклад Пана Єсуса у найсвятішому сакраменті адорація бувається кожен день від 14 до 19. Дякуємо за хвірування до будови святині, супольну індивідуальну молитву за спів правду літургічну, провірать каплиця, так само тим, хто дежурив. Помолюся за тих, хто на цим тижні святкує дні народження, імені юбілеї, хто чекає народів дітей, з добродіїв передавців нашої парафії. А так само много добродіїв до місця захтування Божої милосердності, доручаючи кожному подопіку Матці Божої Твою оборону, отдаємося. Святая Богородица, у наших потребах не погождай молению нашим, и от усякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, сушешальница наша, ты заступница наша, Сыном Своим нас поедай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Ale dobrze, żeby ilość wychodzić. Przyjdzie Boże благословение Пан з вами. И с Духом Я Твоим. вас благословляю Бог Всемогутний, Отец, Сын и Дух Святый. Аминь. Идите у супокоя Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангел Михаил, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пастор злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекло Шатана и інших злих духов, які нас будуть душнують по світі. Наших близких померлых, померлого Константина, Виктора, Вячеслава, Анюк, Панский, Преснова, Пани Марии. И зашла от Духа Святого. Святая Мария, полная ласки, Иван с тобою, благословленная ты женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Руsia słucha Pańska, Нехай не станется по воле Твоего слова. Святая Мария, полная ласки, Иван с тобою, благословленная ты женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. А слово сталось телом. И поселилась между нами. Святая Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Молитва за нас, Святая Богородица. Оставайся угодными обетованием Христова. Молимся, всемогутный вечный Боже, просим Тебя, ули в наше сердце Твою ласку, как бы познавши бразание святствования, усыновления Христа, Твоего Сына, размуху Его и крышку и дарительные до хвалы у воскрешения праз Христа, Пана нашего. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Я была справедливу теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. Добрый Иисус наш Пане, Дай вечное спасение. хай почивает в супокое вечное. Аминь. Хвала. Хвала, хвала Тебе, великий Бог. Хвала, хвала, хвала Тебе, великий Бог. Днем и ночью, Боже, славлю я Тебе.